bała sila Abu ya horjach nawa Amon dai khayjun Ön blajay khash kudwam Akhamar farra Мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных мифологическому образу древа жизни осетин. Сам этот образ, он восходит к глубокой архаике, но при этом отличается удивительной устойчивостью. То есть он сохраняется в культуре на протяжении тысячелетий. Другое важное свойство – это то, что он сочетает в себе черты универсальные и специфические. Таким образом, он обеспечивает самобытность культуры, но оставляет ее открытой для взаимодействия с другими культурами, дает возможность быть понятым и в то же самое время понимать других. Третье свойство, из которого я исходил, оно заключается в том, что этот образ универсальный. То есть он воплощает в себе такое обобщенное представление, существующее в культуре, о мироздании, устройстве общества, да, и самого человека, его места, происхождения, и дает ответы, в том числе на важнейшие вопросы бытия. Вот с учетом всего этого и будем строить нашу беседу вокруг этого образа. При этом важно понимать, что с пространственной точки зрения, когда мы говорим о структуре древа жизни, да, применительно к остинской традиции, это яблоня нартов, то по вертикали оно ясно соотнесено с тремя зонами космологическими. То есть верх, крона дерева – это небо, середина – ствол – это земля, и корни – это подземелье. Вот так по вертикали. А когда мы говорим о горизонтальной проекции, то помимо пространства здесь в игру вступают еще и другие важные признаки. Складывается представление о потоке времени, о прошлом и будущем, о смене поколений. Принято считать, что в горизонтальной плоскости древо жизни связано с обрядом жертвоприношения, с ритуалом, осуществляемым, как правило, двумя участниками. Старшим, который руководит ритуалом, и младшим его помощником, который помогает ему. И вот в архаических культурах, например, в ведической, старший даже младшему загадывает загадки. Правильные ответы на эти загадки – это тоже своего рода такой способ постижения мира, понимания его основ, принципов его устройства. Сегодняшнюю беседу мы с вами будем строить вокруг жертвоприношения, а точнее жертвенного животного. Вот такой выбор площадки, да, или места, он вполне закономерен, потому что древо жизни, помимо прочего, оно предстает и мировым древом, то есть некой такой мировой осью, выражаясь иначе, центром мироздания. И именно в этом центре обеспечивается связь с небом. И выбор места во многом обусловлен именно этим обстоятельством. Напомню, что в традиционном жилище представление вот о таком древе жизни мы находим в центральном опорном столбе, который называется саджинс. И поэтому в плане поселения, жилища, жертвоприношение бывает также соотнесено вот с очагом, который связан с этим самым опорным столбом. Главная идея жертвоприношения, она хорошо известна, и она заключается в обновлении мира, в
победе жизни над смертью. При этом важно, что исходным является представление о том, что жертвенное животное добровольно жертвует своей жизнью, и только в этом случае может быть обеспечен успех и достижение тех целей, которые предполагаются. Происходит как бы такой добровольный обмен одной жизни на другую. Очень важный для осетинской культурной традиции в целом мотив свободы воли. Это может быть одна из тех составляющих, без которых не может быть личности. Готовность пожертвовать собой, да, вот героика, она изначально должна быть связана с представлением о добровольности выбора. Потому что только в этом случае, собственно, и проявляется характер, героизм, жертвенность. Вплоть до недавнего времени в осетинской традиции жертвоприношение совершалось в саду. Да, если говорить о структуре традиционной усадьбы, то место выбиралось не публичное, вдали от глаз посторонних, в тишине, в такой благостной совершенно атмосфере. Вот это представление о паре, что один главный, а второй его помощник, оно находит воплощение в том, что даже если речь идет о баране, то в одиночку уже с ним очень трудно справиться. И нужен помощник, который будет держать его за ноги. У Махарбека Туганова есть такой рисунок пастельный «Испытание жениха в ловкости». И там вот, кстати, такой мальчик, его очень хорошо, как он изобразил, это был один из элементов традиционного воспитания. То есть многие проходили вот через это, я в том числе. И, как правило, конечно, детям жалко. И на это детям говорили «Тарикат кадананнахау, уихусаумасау». То есть жалеть не надо, это животное наоборот, оно избранное, оно отправляется на небеса к Всевышнему. Еще вот такое пожелание высказывали «Хорш-хабар тахашшак-фау», да, чтобы с хорошими вестями к нам это все вернулось. Строгость ритуала, торжественная обстановка, в которой он фактически протекал, они, конечно, не случайны. И они связаны с тем, что через жертвоприношение происходила структуризация социума, его обновление, как вот мы перезагружаем систему и восстанавливаем поврежденные файлы. Но важно понимать, собственно, да, о каких файлах идет речь, то есть что предполагалось восстановить. Когда мы говорили о патриархальной семье, то мы говорили о том, что структура семьи определялась тем, как распределялись части курицы. Да, вот крылышко дочери на выдане, да, вот бажер. И даже проговаривалось, что вот, чтобы она как бы выпорхнула из родительского гнезда. Такая судьба для девушки, она считалась не только предопределенной, но еще как бы и счастливой. Да, одно вот из пожеланий, обращенных к девушке, «Хоржам он дахай». Но это уровень патриархальной семьи. А когда мы говорим об уровне общества, да, вот выходим за рамки семейные, то о курице, конечно, даже речи быть и не могло. Курица особым почетом не пользовалась, не было принято считать количество кур. Хозяева, как правило, не знали, сколько их у них. И когда к ним приходили гости, то есть не домочадцы, а гости, то каждому из них варили курицу. Каждому. И вот прием гостей – это уже другой уровень социальный. И в этом случае жертвенным животным может выступать как минимум баран, овца. Разделение жертвенного животного на ритуально значимые части и распределение этих частей, они основаны на том же самом функциональном принципе. Существует представление, что анатомические части тела, да, человека, животного,
они наделены определенными функциями, присущими только им. В языке это находит такое очень ясное выражение. Например, да, вот нога, по-астински «ках» – это существительное. От этого существительного образуется глагол, который обозначает некое действие, напрямую связанное вот с этой частью тела. Этот глагол – это «кахан» – «копать». «Нх» – «ноготь». Глагол будет «нхн», то есть «чесать». «Куш» – «ухо». Глагол будет «кушан», то есть «слушать». Да, вот эта связь, она очевидная, и при этом она не ограничивается только теми примерами, которые я привел. Потому что, например, один из приемов построения загадки, он тоже на этом основан, вот о часах, да? Загадка, будет говориться «анакахай саво», то есть ног нет, а ходит. Такой парадокс, в основе которого вот та же самая идея, о которой я говорю. Чтобы ходить, нужна нога. То есть нога – это орудие хождения, как бы вот так. Но кроме того, что анатомическая часть имеет некую функцию, да, она еще оказывается соотнесенной с представлением об устройстве мироздания. То есть жертвенное животное, оно по своей структуре повторяет устройство космоса. Существует тождество макро-, микро- и микрокосма. А там, где речь шла о функциях, здесь так называемая диффузия. То есть случай, когда атрибут неотделим от присущей ему функции. Они образуют такое нерасторжимое единство. И с учетом этого принципа мы, следуя дальше, можем понять, почему и с какой целью совершенно определенным образом будут расположены части этого жертвенного животного на столе, и как они будут распределены между участниками обрядового моления. Центральным атрибутом любого обрядового моления будет жертвенный столик, фэнг. Фактически он представляет собой тоже один из алломорфов, структурных вариантов мирового древа. И по своей функции он тождественен мировой горе. Еще одно правило. Мы говорили об изоморфности, о тождестве структуры. А здесь еще и изофункциональность, то есть тождество функции. Использование в культуре, да, с той же самой целью. И вот на вершину этой мировой горы, да, кладутся 3 пирога, которые олицетворяют древо жизни. Ниже этих пирогов, ниже, на блюде кладутся голова и шея жертвенного животного. На голову, ну, если, допустим, это бык, могут положить лопатку, вон. То есть шар, боржай и вон. На алтарь кладется и определенным образом располагается жертвенная пища. 3 старших приступают к обрядовому молению. Раздвигаются верхний и средний пирог, создается искусственная энтропия с тем, чтобы вернуться в мифологическую эпоху первотворения. Да, оказаться в той точке пространства и времени, где пребывает Создатель, Творец. Первая часть моления, она происходит стоя. Значит, старшие, обнажив голову, да, обращаются с молитвословием к Всевышнему. При этом каждый из них получает также особую долю жертвенного животного. У старшего это будет плечевая кость, которая по-астински называется бажик. У второго старшего будут 3 ребра,
РТФРЩ из правого бока жертвенного животного. А у третьего старшего, который по левую руку, на вертеле будет шашлык из внутренностей, ахшарфамбал. То есть это внутренности, обернутые внутренним жиром, фил. И вот в таком составе втроем они возносят молитву. Распределение вот этих ритуально значимых частей, оно тоже задает параметры устройства мироздания и социума. Первый старший, возносящий молитву, да, он фактически выступает в роли священнослужителя. И бажик, плечевая кость, которая ему достается, она от того же самого корня, что и осетинское бажир, крыло. И в плане космологической соотнесенности вот эта часть, бажик, она указывает на связь с небом. Да? Крыло нужно для чего? Чтобы летать. И тем самым вот все действия, значит, молитвословие, все обращено вверх, к небу. Сам выбор старшего, он определяется, да, вот его критерии, полномочия, они связаны с тем, насколько хорошо он знает церемониал, а с другой стороны, насколько высоким авторитетом он пользуется среди собравшихся. И этот авторитет, он прежде всего моральный, то есть насколько высоки его личные качества, насколько высока вероятность того, что его молитвословие будет услышано. Есть даже такое вот понятие «зрдзовгалак», то есть тот, чьи молитвы услышаны, сбываются. Второй старший бывает представителем гостей, важак, или собственно, гость. Вот эти три ребра, они его характеризуют как медиатора, посредника между тремя космическими зонами – небом, землей и подземельем. А третий старший, он представляет принимающую сторону. То есть либо это сам хозяин, фашим, либо кто-то из его представителей. И его шашлык из внутренностей – это фактически представление о материальном благополучии, об изобилии. То есть в социальном плане, если его соотносить с структурой эпического социума, представленного в нарском эпосе, он будет представителем рода борота, то есть это богачи, это те, кто производит материальные блага, это скотоводы и земледельцы. И еще важная деталь. Основная часть жертвенного животного, она варится. То есть в ритуале может использоваться только та пища, которая прошла культурную обработку. А вот шашлык из внутренностей, он жарится на открытом огне. И здесь, помимо земледельцев и скотоводов, да, о которых мы говорили, да, вот пироги, там зерно, мука, сыр, да, вот, собственно, мясо – это скотоводы. Но еще и охотничий быт, потому что на открытом огне жарили именно вот так внутренности убитого животного охотники. И тем самым мы получаем как бы и полноту устройства мироздания, и полноту устройства общества. После того, как молитва произнесена, вот эти части ритуально значимые выводятся из игры. Они отправляются младшим, и там они уже превращаются просто в обычную еду. Они делятся на части, и в том числе возвращаются и старшим, но уже не как атрибуты моления. А в игру вступают те другие атрибуты, о которых я уже говорил. Но они уже достаются не всем троим старшим, а они являются достоянием только самого главного из них, потому что он после вот этого молитвословия вступает в единоличные права верховенства. Голова, шея и лопатка становятся его регалиями верховной власти.
или царскими инсигниями. Голова и шея – это булава, да, вот в привычном нам воплощении. А лопатка – это держава. И фактически мы имеем дело с ритуалом, который можно определить как акт инвеституры, то есть определение царя и наделение этого царя верховной властью. И поэтому за осетинским столом не принято угощать старшего и предлагать ему, значит, отведать пищи. Этот стол находится в его полном распоряжении. И именно он побуждает присутствующих, да, вот, быть более активными. Да. И в случае, если старшему предлагают вот, да, что-то поесть, то это проявление невоспитанности. При этом нельзя забывать того, что одна из ритуально значимых частей отправляется женщинам. То есть вот этот обряд, он предполагает не только акт инвеституры, да, то есть наделение верховной властью через соответствующие атрибуты, инсигнии, но он также предполагает и венчание на царство. Вот кресло, в которое садится старший, это трон, он становится царем, но ему нужно еще и, чтобы у него была царица. И рядом всегда проходило женское моление. Им доставалась нижняя часть челюсти жертвенного животного, которая называлась зонах. И это важно, потому что голова как бы считается признаком высшей власти. И еще надо заметить, что ближе к завершению обрядового моления к старшему обращались с просьбой исполнить так называемый обряд головы или обряд уха шархдау, кушхдау, когда отделяли правое ухо, да, если это по счастливому, радостному поводу. И это ухо делили на 3 части и отправляли младшим. Да, и вот с пожеланиями того, чтобы младшие слушались старших. И здесь продолжение вот этого социального измерения моления, потому что здесь мы наблюдаем тот же самый обряд, который происходил в скифском обществе, известный нам благодаря Геродоту, когда Таргитай делит свое царство на 3 части между своими 3 сыновьями. И здесь фактически получивший верховную власть царь повторяет вот этот же обряд. 3 младших, они делят часть его полномочий, его власти между собой. Но делают это они в соответствии с существующими правилами. Таким образом, жертвенное животное позволяет получить представление о том, каким образом общественная структура соотносима с представлением об устройстве мироздания. И, собственно, какова она. И, наконец, апофеозом является акт инвеституры, который после утраты царской власти сохранился, но уже в другой форме, на уровне патриархальной семьи.